Всем привет! Решили мы с Ромпером поснимать видеообзоры, но выяснилось, что все основные релизы уже расхватали другие люди на обзоры и даже по несколько штук, наверное, сняли. Ну и мы задумались, что же сделать. Ну и решили осветить игры, которые прошли довольно незамеченными и, как мы считаем, незаслуженно. Одной из таких игр, первая, о которой мы хотим рассказать, это игра Bayonetta. Создатель этой игры – безумный японский гений Хидеки Ками. Предыдущим его творением был знаменитый сериал Devil May Cry. В дальнейшем пути Хидеки и компании Capcom разошлись. Ками ушел на вольные хлеба и создал идеальный, по его собственному мнению, слэшер, дабы утереть нос своим бывшим работодателям. Про Bayonetta можно сказать, что это DMC только с бабой в главной роли. Действительно, обе эти игры очень похожи. Такой же бредовый сюжет, похожая структура уровней, способы апгрейда оружия и покупки новых приемчиков. Не обошлось и без огнестрельного оружия, такого же бесполезного, как и в Devil May Cry, но еще более стильного. При этом, если Данте стрелял с двух рук, то Bayonetta научилась пользоваться всеми четырьмя конечностями. К ее чрезмерно длинным ногам дизайнер приделал пару пистолетов, коими Bayonetta пользуется довольно часто, демонстрируя при этом дикую смесь брейкданса, стриптиза и туземных пляжей. Сейчас вы можете полюбоваться особым ажурным стилем фехтования Байонетты. В принципе, боевая система здесь стандартна для большинства слэшеров, но количество ударов, приемов просто поражает воображение, и, как видите, они очень красиво оформлены, со спецэффектами. Не обошлось и без QTE, они здесь представляют собой некоторые такие добивания, казни, ну и называются, соответственно, панишмент. Вот и одно из них. Ну а дабы геймер не заскучал, геймдизайнер добавил еще и некоторые другие элементы. Вот мы видим, например, небольшое подобие скролл-шутера, когда надо добраться до города, в котором окопались враги. Или вот, например, небольшие покатушки на мотоциклах. Обратите внимание на то, как она его заводит. Это наш ответ, так сказать, Чемберлену. Ну, в принципе, эти не очень интересные этапы, но как бы разнообразить процесс, чтобы взгляд не замылился от одних драк, это вот все подходит просто прекрасно. Ну и ни одна хорошая, нормальная японская игра никогда не обойдется без гигантского босса. Естественно, гигантский босс здесь и есть, и даже не один, их тут целая компания. Ну и по давней традиции, дабы немного облегчить себе работу, ребята заставляют с ними драться несколько раз, и в итоге эти боссы вам становятся как родные. Вот сейчас уже одного из таких Bayonetta потрепала, и как видите, она магическими пастами, хотел сказать еще, что она колдует, используя свои волосы для колдовства, и вот из волос она создала такое чудовище, наколдовала, сама оставшись практически в чем мать родила. Ну и вот чудо-юдо напала на босса, и сейчас будет его молотить. Вот опять, кстати, один из элементов QTE. Я уже много сегодня говорил об каких-то моментах технических этой игры, о боевой системе, об ее судьбе, о ее похожести или непохожести на другие игры, но не касался главной фишки игры, то, на что прежде всего поведутся люди, когда будут ее покупать. А это тема женской сексуальности. Ведь не секрет, что большинство геймеров это мужчины, и в том числе это можно сказать и о геймдизайнерах. Ну и вот представление о женской сексуальности, об определенной женщине-мечте мы видим и здесь, в исполнении японских товарищей, и как они все себе это представляют. Но я думаю, и женщинам, между прочим, тоже будет интересно сыграть не за домохозяйку какую-то, а за такую волевую женщину, которая знает себе цены и позволяет многие такие жесты, которые в обычной жизни себе женщинам вряд ли бы позволила. Помимо всего прочего, у Bayonetta есть как бы зеркальный двойник. Мы его зовем кодовым названием Доппельгангер, а это Жанна, и именно драку с ней вы сейчас видите. У обеих девушек очень похожие приемы, они практически зеркалят друг друга, и как видите, даже в сценках таких боевых, опять же завязанных на Quick Time Events, то же самое все и происходит, они рубят друг друга. Надо сказать, что игра достаточно сложная, и вот этот бой, который вы видите сейчас,
один из самых сложных в игре. Конечно, вы можете включить режим Easy, немножечко почитерить и буквально выигрывать бои одной кнопкой, долбя по ней ритмично. Но согласитесь, это не принесет никакого удовольствия, разве что вы посмотрите красивые ролики, насладитесь сценками, но в принципе удовольствия получите мало. А вот если вы будете играть на нормал, как в принципе нормальный человек, но не сильно маньяк, то вы безусловно вспомните весь ваш арсенал матерных выражений, безусловно несколько раз захотите бросить геймпадом в экран телевизора, ну и пальцы ваши, наверное, будут довольно часто просить о пощаде, так что хорошенько разомните их. Но вообще все это не главное в данной игре, а главное здесь, несомненно, стиль, арт-дизайн, ну и, конечно, сама Байонета. Ее по праву можно назвать самым запоминающимся и харизматичным персонажем прошлого года. В рекламных роликах и пресс-релизах героиню представили нам этакой злобной сучкой, но в процессе прохождения игры понимаешь, что это совсем не так. И Байонета на самом деле прикольная, добрая, веселая и, внимание, 500-летняя тетка. К сожалению, игра вышла только на консолях, и если у вас нет возможности сыграть в эту игру, то хотя бы просто напоследок полюбуйтесь на главную героиню в этом бонусном ролике.